Доброго суток времени, дорогой народ, жители Абхазии, всем мира, добра и процветания. Хотел бы прокомментировать вообще последние события, которые происходят вдоль нашей границы, что со стороны России, что со стороны Грузии. Я хотел бы сказать, что все это не может нас не беспокоить. Нас, жителей Абхазии. Почему? Потому что, известно, проходят совместные учения в Грузии. Там участвуют несколько стран, которые входят в блок НАТО, совместно с грузинскими вооруженными силами проводятся военные учения. Это вот прям здесь, у порога нашего дома, можно сказать. А со стороны российской границы, все вы знаете, время от времени прилетают беспилотники, бомбят. К сожалению, бывают случаи, когда люди погибают, взрываются объекты, жилые дома и так далее. Вы знаете, мы не можем вот так вот сидеть спокойно, наблюдать, как прилетают эти беспилотники, убивают людей, взрывают жилые дома, а по другую сторону границы проводят военные учения совместно с нашими врагами. Уж если говорить как есть, враги они, и по-другому здесь не скажешь. Давайте так. Остановимся на том, что же делать вот в такой ситуации. Практически Абхазия оказывается между двух огней. Мы находимся посередине. Здесь же вопрос не стоит, виноваты ли мы в чем-то, не виноваты. Нет. Очевидно то, что у нас здесь дома, в Абхазии, то есть могут столкнуться, а скорее всего это так и будет, интересы двух сильнейших держав. Вот. И, кстати, если смотреть по истории, такое случалось не раз. Ну, давайте не будем углубляться в историю, а будем смотреть, что есть сегодня и что, чем это грозит для нас, жителей Абхазии, все, что сейчас происходит вокруг нашего дома. Во-первых, нужно сказать, что, как говорится, на Бога надейся, да и сам не плашай. Да, это первое, что мы должны иметь в виду. Второе, то, что давайте будем реалистами и перестанем верить в то, что вот кто-то там придет, кто-то за нас заступится, кто-то там защитит нас и так далее. Нет. Ну, давайте будем реалистами действительно. Во-первых, это чуждо нашему менталитету, что кто-то за нас что-то будет решать. Нет. Мы жители Абхазии, мы воспитаны по-другому. Кавказский менталитет, попросту говоря, гены пальцем не раздавишь. И давайте здесь на земле начать решать свои вопросы сами. Ну, если все сразу, все те проблемы, которые есть у нас, сразу разрешить, конечно, мы не сможем, но давайте разрешим столько, сколько сможем сейчас. А оставшиеся проблемы разрешим попозже. Давайте так. Конечно, надо сказать, что, вы знаете, насколько я это вижу, насколько я это понимаю, идет демонтаж цивилизации
всего вообще, что создано на Земле руками человека, кто-то решил все это демонтировать. Зачем, почему, да, один Господь Бог ведает, не знаю. А наша задача, как малочисленный народ, мы должны и обязаны сохранить себя, это в первую очередь. Хотя бы в том виде, в котором передали нашу родину Апсны наши предки. Хотя бы в том виде ее сохранить. Если приумножим, создадим и приумножим, а потом и передадим потомкам, тогда, конечно, мы будем большие молодцы. Но мы обязаны сохранить нашу Абхазию, еще раз повторюсь, в том виде, в котором нам досталось. Вот. Всем мира, добра и процветания.